Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Почему он ушел? Вернется ли он? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, почему ты ушел? Вернешься ли ты? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вложат в мои руках. Скроют нам то, что сейчас скрыто. Ой, а вы его любите, мои хорошие. Сердце-то с вашей стороны вышло. Смотрите, как, да? Вы любите этого мужчину, и вы его действительно ждете. Для вас это прям такой сильный удар был, когда он исчез из вашей жизни. Смотрите, вот это ваша сторона, это его сторона. Ваши стороны в целом похожи. Но в моменте вашего недавнего прошлого и сегодняшнего дня вы-то любите и любите очень сильно. Вот как бы вы там говорили: не, забыла, просто обидно, хочу узнать правду. Нет, это любовь. Эта любовь вас заставляет смотреть эту отсыпочку, да, задавать вопросы себе, ему, миру, высшим силам, да, почему он ушел. С его же стороны идет очень серьезный блок. Очень серьезно. Он закрылся, он заблокировался. И вот он сам вышел. Вышел человек, который сам себя ненавидит за то, что так поступил. Понимаете, сам себя ненавидит. Он в последнее время очень много об этом думает. В последнее время он даже пытается что-то делать, но делает что-то неправильно, потому что смотрит он все-таки в левую сторону. Не на вас, а от вас он смотрит. Что произошло? Давайте я вам скажу, да, что я вижу. Здесь были отношения, либо отношения могли бы быть, да, все к этому шло. И в какой-то момент мужчина просто исчез. Исчез, ни привета, ни ответа. Заблокировать мог, не знаю, просто там, ничего не сказав, либо просто сказал, что там типа все, просто взял и испарился из вашей жизни. И следа не найти. Вот. Да, у кого-то даже может быть, что был брак, да, и мужчина в один момент просто взял и ушел. Как-то он странно исчез. Так люди не исчезают. И вот это не дает вам покоя. Вы хотите с этим разобраться. Куда ушел? Зачем ушел? Почему так произошло? Он вам врал, девочки. Ушел, потому что врал. Ушел, потому что правда начала пробиваться. Очень много он вам не сказал. И очень много того, что он вам сказал, не есть правда. Есть откровенная ложь и вранье. Ему очень хотелось произвести на вас какое-то невероятное впечатление. Показаться просто там каким-то рыцарем в сияющих доспехах. Но он не рыцарь. Он даже и не, там, не знаю, там, паж, кто они там. Оруженосец, да, нет, это не про него. Личность, он, ну, такая, знаете, матерая, промышляющая всякими такими вещами, да, как обман, ложь. Для него это было в порядке вещей, это было нормально, это было, ну, как дышать, да. Вот он привык, он так жил. Он женщин, ну, вот как семечки щелкал, да. Для него это было таким вот развлечением. А с вами все по-другому произошло. А с вами влюбился. А с вами совесть замучила. А с вами прям, знаете, как, боже мой, что же я делаю, да? Какая женщина? Любить, носить на руках. А я кто? А я засранец, который кроме вранья, лжи бесконечной, ничего в жизни не делаю, не произвожу. Вот и все. Он просто испугался того, что вы узнаете правду. Он испугался того, что вы в нем разочаруетесь, что все его вот эти вот грязные делишки, они все всплывут.
Ну и будет, конечно же, стыдно. Стыдно будет, да, неудобненько получится. И вот он решил таким образом взять паузу. Он не ушел навсегда, это, девочки, пауза. Вот сейчас он думает, как бы вернуться, но что-то он такое думает, что, скорее всего, он это не исполнит. Какие-то у него мысли странные. Да, вот как вернуться, что сказать, да, вот как это все подставить, представить, обставить. У многих отыграется интернет-знакомство. Мужчина, например, там из другого города, из другой страны, и вроде как все замечательно начиналось, а потом утопа и забуксовал, а потом вообще пропал. Там семья, либо он женат, пытается там как-то развестись безуспешно, либо семья родительская, которая его там, извините, за бубенцы все время держит, и он у них на побегушках находится, которые на него очень сильно влияют и говорят ему, да, как жить, с кем жить, там, что кушать, что одевать, и там, как думать, о чем думать. Но мужчина вышел не свободный. Вот не свободен либо он в плане его статуса, либо в плане того, что он под властью, да, под властью там, семьи находится, да, вот родителей. Вот от этого вся эта ситуация произошла. У кого-то может даже отыграться, что мужчина сейчас находится в заключении. Вот, писал вам из мест не столь отдаленных, рассказывал, что он там замечательный бизнесмен и все у него замечательно, а на самом деле он сиделец. Вот. А куда дальше? Вы же свидания уже обсуждали, что давай там встретимся и прочее, прочее. Страшно, что вы узнаете о нем правду. Поэтому, как трус, да, он поступил как трус, он решил просто исчезнуть с ваших радаров. На время, не навсегда. Ну, вот он так и поступил. Смотрите, у него дорога к вам прорисовалась. И мало того, и вы будете готовы с ним встретиться. Это произойдет где-то вот, возможно, да, у кого-то месяца 2 уйдет, у кого-то чуть побольше. А мужчине нужно будет порешать свои проблемы. Мужчине нужно будет очень много всего там обсудить, договориться. Еще нужно, знаете, как и морально, и физически подготовиться. Ну, физически ладно, там полбеды, а вот мораль у него очень сильно хромает. Что-то вы ему говорили, какие-то речи вы с ним, там, беседы вели, очень глубокие, задушевные. Он смотрел на вас и поражался. Он даже представить себе не мог, что бывают такие светлые, добрые люди. Абсолютно доверчивые, наивные, добросердечные, милосердные. Люди-ангелы, да, вот вы человек-ангел. И он слушал вас, и так ему было это, вот знаете, как с одной стороны приятно, такое открытие, Боже, я никогда не думал, я не ждал, что есть такие замечательные люди. А с другой стороны он думал, а я кто? Как я живу, как я поступаю? Вот я сижу и вру, смотрю ангелу в глаза и вру ему. Вот, тут у него, понимаете, такие метаморфозы происходят. Такое вот у него сейчас раздвоение личности. С одной стороны, ему хочется быть как вы. Он тянется к вам. Он тянется к вашему свету, к вашей доброте. Он к этому, он хотел бы быть похожим на вас, прикоснуться к прекрасному. Но вот эти грехи тянут вниз. Тянут, причем тянут достаточно сурово. Вот, поэтому ему нужно время. Время на то, чтобы с него вот эта вся грязь слезла. Время на то, чтобы придумать историю для вас, такую более-менее уподобаемую. Конечно же, он все вам не скажет, и, конечно же, правду не раскроет. Но он будет стараться более-менее в обтекаемой форме, да, какую-то правду о себе доносить, говорить, смотреть на вашу реакцию. Вот как вы будете реагировать. Если будете реагировать положительно, он будет дальше вам рассказывать о себе, опять же таки, обтекаемо. Если вы будете негативно, то он сразу может закрываться, да, и менять там темы и прочее, прочее. Значит, девочки, это хулиган, это бандит, а вы у меня ангелочек. Вот. И вот тут редкий случай, когда бандит влюбился в ангела, и совесть проснулась, желание меняться проснулось, желание вообще поменять всю свою жизнь. Вот ощущение того, что он живет в грязи, оно его уже просто душит.
душит. Раньше для него это все было классно, кайфово, я к этому привык, я из этого сделан, это все мое, да, хрюшка в своем болоте сидит, хрюкает, как же ей замечательно. А теперь он понял, что болотом жизнь-то не ограничивается, что есть прекрасные райские сады, где живут люди-ангелы. И там хорошо, не тут, где я прозябаю в грязи, в говне, а там, где эти ангелы. Я хочу быть ангелом, я хочу к ангелам, возьмите туда, пожалуйста, меня. Вот это его сейчас запрос. Запрос ко Вселенной, к Создателю. Он так просит, да, обращается и просит. Я хочу, я готов меняться, и я буду. Мало того, вы знаете, девчонки, вы разбудили какие-то потаенные чувства, эмоции, которые этому мужчине в принципе не были доступны. То есть, максимум, что там, плотские утехи, да, там какие-то развлечения, и все. И все. А вот это задушевность, а вот это глаза в глаза, а вот это поговорить, а вот это послушать, это было недоступно. А благодаря вам все поменялось. Причем поменялось как-то очень быстро. Он как пьян от чувств и эмоций к вам. Сейчас, вот я вам скажу, он тоже мучается и страдает. С одной стороны, что я такая сволочь и скотина, а с другой стороны, хочу к ней, хочу вот быть с ней вместе. Мои хорошие, вас ждут потрясения относительно этого человека. Вы о нем узнаете, не только от него вы узнаете, вам еще какие-то доброжелатели что-то расскажут о нем, причем в каком-то достаточно жестком виде. Здесь вы еще будете крепко думать, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Я не вижу, чтобы вы в нем разочаровались. Но то, что ваше мнение относительно этого человека поменяется, это точно. Но я вижу и вас, я вижу, что вы человек, который может дать шанс, который может поверить, который может довериться. Это ваши сильные качества, и они вот у вас от рождения, да, и никуда от вас не денутся. Значит, давайте допустим, да, что 70% с этим мужчиной будут общаться, 30% от него откажутся, когда узнают о нем правду. Но то, что правду узнаете, это точно. Никто вас осуждать за это не будет. Тут я, если честно, вам скажу, что высшие силы не сильно заинтересованы в том, чтобы ваша пара состоялась. Потому что этому мужчине нужно очень много, усердно над собой работать для того, чтобы высшие силы разрешили ему такую прекрасную девушку, как вы, заполучить в жены, да, чтобы построить отношения, чтобы все у вас было замечательно. Он вас недостоин. Недостоин и точка. Но это на взгляд высших сил, что здесь очень четко показано это. На данный момент высшие силы не сопутствуют тому, чтобы вы были вместе. Но с другой стороны, вот оно, ваше сердце. Вы хотите этого человека, вы переживаете за этого человека. Вам он не безразличен. Это ваша болька, это ваш запрос к высшим силам. Высшие силы дадут возможность, дадут шанс на то, чтобы вы еще раз встретились, чтобы ваши отношения как-то более-менее еще как-то продолжались. Это будет, но будет это немножко попозже. И вы уже будете думать. Если честно, вот мужчина, на которого вы загадали, он действительно не совсем ваш. И я не вижу, чтобы вас тут с ним прям какое-то счастье ждало. Это тяжелый труд, ваш труд, его труд, для того, чтобы его более-менее там как-то облагородить, что ли, да, проработать его грешки, почистить. Решать, конечно, вам и выбирать, конечно, вам. Он ушел, потому что он врал, но он вернется, потому что без вас ему плохо. Ему плохо, и желание быть с вами у него очень сильное, запрос на вас очень сильный. Знаете, девчонки, вообще вот идет информация, что он не ваш вариант. Идет информация, что ваш вариант у вас в будущем. То есть тот мужчина, который исполнит все ваши мечты и все ваши желания. Вот именно в любви и в отношениях. То есть смотрите, вот если дословно, да, вы уходите в одну сторону со своим мужчиной, а он уходит в другую сторону с какой-то другой женщиной. Это то, что вот в будущем возможно. Но опять же, девчонки, выбирать вам, решать вам. И в данном случае, если любите, если без него не можете, но отношения
здесь маловероятны. Я вас честно предупреждаю, потому что человек, ну, недостоин, вообще недостоин вас. И плюс тому, что вы от нем узнаете, вот если вот, да, так положа руку на сердце, вот вы узнаете о нем правду. Для вас это будет шок. Шок, как человек может так много врать. Как человек может смотреть в глаза и говорить вот глупости, да? Не хочу плохие слова употреблять, но здесь именно такое отношение будет, такое ощущение. Так что, мои хорошие, мужчина вернется, но решать будете вы. Вам на будущее идет совершенно другой человечек, совершенно другой, ваш человечек, тот, который счастье вам подарит. А это человек, ну это как, не знаю, как болячка, да? Болячка, которую нужно будет очень долго лечить. Все на ваш выбор, все на ваше рассуждение. Я свою работу сделала, я не могу давать вам прям советы, тут навязывать свое мнение, я лишь только читаю знаки. И я вижу, что этот человек, ну, не ваш, вернее так, вы не для него, да, не для него вы. Уж слишком это шикарно для него. Тем более у него какой-то очень сложный путь к исправлению. На это уйдут годы. Зачем вам тратить жизнь на то, чтобы исправлять мелкого лжеца? Да? Вот у вас пара в будущем идет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.